Здравствуйте, это новости 24, коротко о главном. Сразу несколько социальных объектов строятся в селении Кажево. Расскажем о преобразовании. Учеников республиканской санаторно-лесной школы порадовали новогодними подарками. Под крышей дома ненадежно. Затянувшаяся проблема многоэтажки по улице Градусова. В выпуске. В селении Кажево продолжается строительство двух социальных объектов. Школу по нацпроекту образования возводят на 720 мест. Сейчас там заняты монтажом металлоконструкций. Недалеко уже завершают работу по строительству нового дома культуры. Здесь же будет расположена и сельская библиотека. Идрис Ижиев расскажет об этом. Работы здесь не прекращаются, несмотря на морозную погоду. Строительство ведут сразу на двух фронтах. Пока одна бригада занята монтированием строительной опалубки и металлоконструкций, другие заняты кирпичной кладкой подвального помещения. Сейчас нулевой этаж уже практически готов. Кирпич за кирпичом стены подвала выстраивают строго в ряд. Перед кладкой их также дополнительно утепляют гидроотталкивающими плитами. Самое сложное для строителей позади. Нулевой этаж – основание всей конструкции. Его планировали завершить до наступления холодов. Однако местный рельеф сильно усложнил задачу. Грунты оказались переувлажненными. Из-за этого, пока геологи делали повторное обследование, мы потеряли около 2 недель времени. И потом переувлажненные грунты, их уплотнять очень тяжело. Мы их выбирали уже ниже проектной отметки. Завозили сухой грунт. Так, в основном вот это у нас было сложно. Школу строят по нацпроекту образования. На территории учреждения предусмотрят парковку, спортивные площадки и стадион. Здание рассчитано на 720 ученических мест. Учебные классы, столовая, спортзал, актовый зал, лаборатории, компьютерные классы. Вот это спортивные площадки, все это зеленая зона. Вот эти площадки для отдыха детей. И здесь технические помещения, там, трансформаторные подстанции. Здесь есть очистные сооружения. Строители заканчивают монтаж железных конструкций. Из-за дополнительного этажа решено усилить каркас в несколько слоев. Металломонтаж планируют завершить в течение 2 недель. После устройства перекрытия подвального помещения мы уже будем делать колонны первого этажа, также стены первого этажа. Это идут стены у нас кладка из блоков, облицовочный кирпич, утеплитель. Будем делать уже стены первого этажа. Недалеко от новой школы возводится Дом культуры. Если новое учебное заведение только на начальной стадии строительства, то здесь рабочие на финишной прямой. Наружные работы полностью закончили, внутри остались последние штрихи. Газ подключить маркесы полностью себя. Анчона плитка хамаж есевый хера хамиса ястал молодя. Анчона он иятуй бок полностью единственный актовый зал ламинат хаматил полностью сидолка вообще домой. В новом ДК разместится сельская библиотека, концертный зал, откроют кружки вокала и танцев. Одним словом, все для досуга сельчан. Отдельное внимание заслуживает огромный актовый зал. И атуж кегна бог бой вообще полностью антигилок это освещение шимоля хама здесь тегива домой. Солтады очень полностью ламинат адла на 200 мест шубой очень зритель шубой очень. Сельчане открытия новых объектов ждут с нетерпением. Сейчас в Кажеве есть один ДК в южной части села, но он районный и мест на всех не хватает. Такая ситуация и со школами. В некоторых детям приходится заниматься в несколько смен. В данное время наша школа занимается 2 смены. Надо сказать о том, что наша школа перегружена, у нас большое количество учащихся. Строится новая школа на территории нашего сельского поселения. Считаю, что это очень хорошо для нашей школы, потому что наша школа разгрузится, будет значительно легче работать при соответствующем количестве учащихся. Ну и мы надеемся на то, что по проекту наша школа стоит под снос, и здесь, на данной территории, нам построят новую школу. Также на территории нашего сельского поселения строится новый дом культуры.
Конечно, это хорошо, потому что дети смогут в свободное время заниматься различной кружковой деятельностью, посещать Дом культуры. Это тоже очень хорошо для нашего подрастающего поколения. Дом культуры распахнет свои двери в конце месяца, а вот о сроках сдачи новой школы говорить пока рано. Но судя по темпам работ, оба объекта будут сданы с опережением графика. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Сладости, матрасы и спальные принадлежности привезли в республиканскую санаторно-лесную школу. Она расположена в селении Галашки, ей уже больше полувека. Такие необходимые новогодние сюрпризы подготовили для учеников депутат Госдумы Алихан Харсиев, единороссы, при поддержке благотворительного фонда Ади Ахмад. Муслим Ганиев с подробностями. Каждый час нам подарки не пал. Конец учебной недели воспитанникам санаторно-лесной школы сельского поселения Галашки принес сразу два праздника – уход на зимние каникулы, а также подарки на Новый год. Но прежде всего проверка знаний. 1 плюс 1. 2. Молодцы. Сегодня в роли Деда Мороза депутат Народного собрания Ингушетии Магомед Дарсигов. Он и стишки внимательно слушает, и подарки выдает. Ты что, хочешь Новый год? Кой? Халакал тачнес. Мама елку нарозила, Дед Мороза пригласила. Здравствуй, Дедушка Мороз, у тебя красивый нос. Качество зачитки стихотворения роли не играет. Это не урок, и оценки сегодня не ставят. А значит, подарки получат все, независимо от ораторских качеств. Сегодняшнюю сладкую акцию провели благодаря помощи депутата Государственной Думы Алихана Харсиева, а также региональной партии «Единая Россия» совместно с благотворительным фондом Ади Ахмад. Помимо сладостей и подарков в школу также поступят матрасы и спальные принадлежности для детей. Об этом попросила депутата директор учреждения во время декады приема граждан. И здесь на месте мы услышали просьбы и чаяния воспитателей и самих детишек, где директор нас тоже попросила обновить матрасы, одеяла, подушки, полотенца, ну все, что нужно для суточного пребывания детей. Это его не первая акция и не последняя. По мере поступления заявки Единая Россия обязует исполнять свой долг и приносить радость нашим детишкам. Это сегодня вот маленькие такие подарочные наборы. Уже более 50 лет существует эта школа. Сейчас здесь обучаются 72 ребенка, и каждый из них получает свой подарок. Это сладкий набор, а также игрушки, куклы девочкам и машины мальчикам. У наших детишек сегодня двойной праздник. Они получили 2 раза подарки. Хочу выразить слова благодарности от имени нашего коллектива, наших воспитанников, руководству республики. Ну а пока мы общались с гостями школы, ее хозяева, то есть ученики, уже успели обкатать свои машины, а некоторые и заглянуть, что в подарках. Киткат. Киткат, ага. Какие? Сок. Ага. Я для Архавия подарок. И что какие? Мама и Цанева. Мама и царёстки. Цадр сага лугия биришт. Хайню гяду. Делись, да, Школа в Галашках – единственная санаторно-лесная в республике. Здесь обучаются тубконтактные дети, то есть те, у кого в семье есть родственники, заболевшие туберкулезом, и дальнейший контакт с ними опасен для малышей. Всю неделю дети проводят здесь и уходят домой только на выходные. Это и здоровье бережет, и обучению помогает. Муслим Ганиев, Магомед Шаухалов, Новости 24. Коллектив ГТРК Ингушетии отмечает 28-летие. Они прошли полный путь от подвала до новых цифровых технологий. Сейчас это слаженный, крепкий коллектив. Здесь работает много корифеев журналистики, но остроты и динамичности добавляют молодые специалисты. Насыщенных эфиров и бесконечного вдохновения вам, коллеги. Слово Дани Плиевой.
Сегодня телерадиокомпания отмечает свою 28-ю годовщину. За этот срок здесь значительно усовершенствовались условия работы, увеличилось эфирное время, приобретено новое оборудование, которое позволило улучшить качество звукоизображения канала. Сегодня ГТРК Ингушетия – это 4,5 часа политики, социалки, здоровья и культуры каждый день. Охватить здесь стараются все, что интересно зрителю. Мы вообще-то новостной канал, и многие наши коллеги в регионах, филиалов, как и субъекта 85, делают в основном только новостные выпуски. Мы же взяли тематическое время и отведенное нам время, стараемся делать какие-то интересные проекты, передачи. Не знаю, как это у нас получается, но вот обратная связь с телезрителем у нас есть и с радиослушателем. Канал ГТРК выходит в эфир более 7 раз, с 9 утра до 9 вечера в определенные временные отрезки и вещает сразу на 3 информационных блоках. Вот у нас есть «Россия-24», но пока мы его не запустили. Есть «Россия-1», на котором мы вещаем в данный момент эти отрезки времени. И вот есть региональный канал. Но прорабатывается вопрос, когда его будут запускать, но еще точной информации нету. Но когда его запустят, мы уже можем целыми днями, как бы у нас будет свой канал республиканский, имеется в виду как ваш НТК, но будем вещать в мультиплексе. 20 декабря 1992 канал впервые вышел в прямой эфир, в то самое время, когда республика только становилась на ноги. Несколько редакций в щитовых домах и пару кабинетов на 2-м этаже здания. В таких непростых условиях рождалась ГТРК Ингушетия. Оглядывая новостную студию, Хава Абадиева невольно вспоминает ту, самую первую, располагавшуюся в холодном подвале. Одна из ветеранов телевидения, она пришла спустя несколько месяцев после открытия в 93-м. Одна редакторская, никаких условий, никаких, да и ни у кого здесь не было. Если учесть, что глава республики в каком помещении находился, то об этом даже и не мечтали. Но зато вот энтузиазма, желание рассказать жителям молодой республики о том, что происходит вокруг, как мы живем, с чем мы сталкиваемся, с какими трудностями, как это преодолеть, как пережить это горе, которое нас коснулось после 92 года. Все это нам предстояло говорить, и мы это делали. Все сотрудники практически без отдыха, не считаясь со временем, работали в приспособленных помещениях и со старой техникой. И уже 28 лет наши коллеги непрерывно освещают события в регионе. Помехой не стала и сегодняшняя непростая обстановка с коронавирусом. Спасибо нашим коллегам, нашим работникам, которые, несмотря на опасность заразиться, тем не менее выезжали, работали и продолжают работать, потому что коронавирус, к сожалению, никуда не ушел. Этот опасный вирус, он существует, люди болеют, тем не менее нет наших сотрудников, которые отказываются работать. Несмотря на все предусмотренные меры защиты как в самой компании, так и на выездах, болезнь коснулась многих сотрудников. Но главный плюс в любой работе – это дружный и спаянный коллектив, где каждый готов прийти на выручку. Свою заболевшую коллегу на поприще ведущей подменила и Мадина Аздоева. За 12 лет работы корреспондентом для нее было волнительно пробовать что-то новое. Волнение мое зашкаливало, конечно, но понимала, что нельзя волноваться, поскольку зритель и ведущий, между ними должен быть такой доверительный контакт. Без этого информация не воспринимается должным образом. Кроме более опытных коллег, немало среди сотрудников и новеньких. Полгода назад ряды корреспондентов пополнила и Дали Хакира. Новые знакомства, интересные истории. Ты для себя что-то узнаешь новое. Если возникают какие-то сложности, тебе идут навстречу, помогают. А в свой профессиональный праздник коллектив телевидения желает друг другу творческих успехов и намерен и дальше радовать своего телезрителя. Своим коллегам, да и всем журналистам Республики Ингушетия я желаю больше позитива. Нам надо в это трудное время, не очень простое, это все от Всевышнего, преодолеть эти трудности. Знать, что сегодня сложно, завтра будет легче, помогать друг другу. Пожелаю своим коллегам счастья, добра, позитива, творческих успехов. Хотелось бы пожелать своему коллективу, родному коллективу, это мой родной дом, второй, можно сказать, успехов, творческих успехов. И пусть таких интересных проектов у нас будет намного больше. Работа с новыми профессиональными кадрами, техническое оснащение и выпуск новых телевизионных программ. Эти цели ставит перед собой в ближайшем будущем телерадиокомпания. В частности, канал планирует продолжить работу над 2-м сезоном реалити-шоу «Су». Дана Плеева, Хамзат Халухоев, Новости 24.
9 лет не могут устранить течь в многоквартирном доме на улице Градусова в Карабулаке. Ремонт проводили, но именно после него начались проблемы. Любые осадки жители ощущают кожей, не выходя из помещения. Кто поможет разобраться в этой коммунальной проблеме, выясняла Хава Газикова. Многоквартирному дому больше 30 лет. Лейла Тибоева вместе с семьей живет здесь столько же. По ее словам, крыша начала протекать и доставлять хлопоты жильцам верхних этажей в 2011 году после капитального ремонта дома. Когда на улице сырость, и у нас сырость. С той стороны, когда летом до школы, с подоконника, потому что она все время это сторожит. В подъезде вот такая у нас проблема. Весну вместе с ливнями ожидает с опаской. В этой комнате, где обычно делают уроки внуки, потолок протекает больше всего. Лейла боится, что в один день замкнет проводку. Несколько раз в год они проводят косметический ремонт, однако внутренние проблемы быстро вырываются наружу. مش تشين غضل دي وصوص. حتى كباني تنبخ بات سونك أشتغل سو بات حني أشتغل جواز. نسوق لجواز حني حسون تيشا بول بوخا حاجة إسبان قط حياة خابنواز. سيشوطة. А на этих фотографиях подъезд после ливня. Чтобы разобраться в долголетнем вопросе и оценить масштабы проблемы, приехал замглавы администрации города Азраил Джандигов. Поясняет жильцам, что ремонт тогда провели по региональной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда Республики Ингушетия на 2011-2013 годы». Расследование едахки шин от авахач касагу килгязда цибелха мегмегжди актжолжи. Касагу обязательно требование, чтобы 3 члена в комиссию включали 3 собственника в каждом домовладении. Цухан в 2011 году Хаячхана мегмегиш и принять баб сбол. Таган аз управляющая компания Хаихай тарих свон бил малых квартире, квартире проблема. Квартире оплатя, квитанция хадал лохди. Ухшин раз он оплатя. Квитанция да цвекцан да. Так малых бахандалыш истину лилди диж в свою охцу. سوبر دعمو ديخي عيا بولدي سوون تنا حدل ديز أخشة حدا كويتانسي حيو خلوق تام بيتا ختابه داتسвек да квитанции. А с оплатой счетов у жильцов 36-го дома по улице Градусова, по словам представителя управляющей компании ЖКХ, тоже не все ладно. Из 64 квартир платят не больше 10. Остальные вообще не платят и годами не приходят. Когда ты идешь к ним, они двери не открывают. В многих квартирах живут съемщики, квартиросъемщики. Нам отвечают, мы платим хозяину. Хозяин не приходит. Менять крышу и ремонтировать крышу должен фонд капитального ремонта. Они это должны. Платить жители проблемного дома не хотят. Признаются, что обещаниям уже не верят. В Карабулаке свыше 1300 жилых помещений. По словам замглавы администрации, решать вопрос с ремонтными работами повседневно непосильно, да и не в их обязанностях. Однако проблему дома улицы Градусова взяли под контроль. Здесь нет необходимости в замене кровли. Там необходимо провести текущий ремонт кровли. Где-то подлатать, где-то где протекает, где-то там желобок поправить. Но таких глобальных ремонтных работ там нет таких требований. Мы уже после того, как жители обратились, также с инициативой вышли, обратились к подрядным организациям, которые нас заверили, что в ближайшие дни, скорее всего, это будет на выходных, та проблема, которая на сегодня день существует, они пригласили сюда и технику, чтобы людей сюда поднять. Эта проблема будет устранена. А по жилищному кодексу с 2004 года закон все время на ремонтосодержание переложил на собственников. Они обязаны выбрать одну из 3 форм управления, чтобы решать возникающие коммунальные проблемы. Хава Газикова, Адам Далаков, Новости 24. Хлебопекарным предприятиям компенсируют часть затрат, связанных с производством продукции. Правила выплаты таких компенсаций утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин. Размер возмещения составит 2000 рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения.
Организация, получившая компенсацию, должна зафиксировать цены на свою продукцию. Для небольших предприятий, которые выпекают около 15 тонн хлеба в сутки, объем поддержки составит порядка 1 000 000 рублей за месяц работы. А для крупных от 60 тонн продукции в сутки более 3,5 миллионов рублей. Средства будут доводиться до получателей на основании соглашений между Минсельхозом и региональными властями. Историко-географическое общество Дзордзуки провело шахматный турнир «Дзордзуки-2020». В нем приняло участие 25 человек. Из-за пандемии 3 начальных тура прошли в онлайн-формате. В полуфинале и в финале встретились уже лично. Репортаж Даны Плиевой. Финал. За первое место в турнире «Дзордзуки-2020» встретились Магомед Бекмурзиев и Халид Келигов. Соперник постарше и опытнее 8-летнего Халида не пугает. И не таких обыгрывали. Перед началом решающей партии поделился мальчик. А вот его оппоненту очень любопытно, чем же кончится игра. По большому счету никаких волнений, это же дружеский турнир. Просто очень интересно сыграть с 8-летним мальчиком и проиграть ему. Не прошло и 10 минут с начала игры, как на шахматном поле осталось всего 9 черно-белых фигур. Уверенность в победе у Халида сменяется страхом проиграть. Мальчик нервно перебирает фигурки в руке и долго думает, какой же сделать ход. Но соглашаться на ничью не намерен. Просто капитальный красавчик. За игрой внимательно наблюдают организаторы в лице историко-географического общества Дзордзуки. Из-за пандемии первые 3 партии они провели в онлайн-формате. Побороться за 3 главных места участники решили уже лично. Интересная изюминка вот сегодняшних полуфиналов, у нас накал был, да, в финале такой, заключается в том, что вот битва поколений, где с одной стороны маленькие, буквально 5-6 лет и 8-9 лет, 2 полуфиналиста, это и старшее поколение. Это потрясающе, это говорит о том, что у нас именно шахматам наше маленькое потрясающее поколение уделяет внимание. Игра подходит к концу. Победа явно за Магомедом Бекмурзиевым, но мужчина, не раз принимавший участие в различных турнирах, делится. Никогда бы не подумал, что такой юный соперник окажется настолько сильным. Дело в том, что с этим Халидом в полуфинале играл тоже очень юный 6-летний мальчик, Аушев Амир. Конечно, это очень радует. Это наше будущее, это люди, которые завтра будут управлять различными сферами в нашей республике. И когда люди, которые умеют планировать, у которых понятие тактика, стратегия с юных лет заложены, когда у них есть возможность правильно анализировать, хорошая аналитика, это сплошные плюсы. Уже по традиции участникам вручают награды, призы и дипломы. 3-е место за 6-летним Амиром Аушевым. 2-е, немного расстроившись, принял и Халид Келигов. Но игра с более сильным соперником уже научила мальчика осторожнее рассчитывать свои ходы и впредь не недооценивать противника. А организаторы планируют проводить такие соревнования намного чаще. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. Уже в скором времени в стране появится возможность прививаться от коронавирусной инфекции 3 вакцинами. Вслед за спутником ВИ в регионе начал поступать и 2-й российский препарат «Эпивак Корона» новосибирского центра «Вектор». Как заявили в Роспотребнадзоре, вакцина будет эффективна даже при мутациях вируса. Также появились новости о подходе 3-го отечественного препарата, разработанного в центре Чумакова. Он сейчас на заключительной стадии испытаний. Ну а что касается 1-й из зарегистрированных вакцин «Спутник ВИ», то ее получили около 200 тысяч человек по всей стране. В одной России привитых больше, чем во всем мире. Евросоюз начнет вакцинацию только 27 декабря. Следите за новостями на канале Ингушетия.